Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. С 1 по 30 апреля на территории республики объявлен месячник охраны труда, приуроченный Всемирному дню охраны труда, который ежегодно отмечается 28 апреля. О проведении месячника, его целях и задачах мы сегодня поговорим с гостьей студии Альбиной Трубиной, первым заместителем министра труда и социального развития Республики Саха. Альбина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Каковы все-таки цели и задачи месячника по охране труда, раз уж у нас идет с вами разговор именно об этом? Месячник охраны труда у нас действительно сейчас проводится в апреле месяце, в этом году. И, соответственно, 28 апреля у нас будет Всемирный день охраны труда. Месячник, конечно, приурочен к этому дню, ежегодно проводится в соответствии с распоряжением правительства Республики Саха-Якутия номер 366-Р от 5 апреля 2018 года об организации проведения месячника по охране труда в Республике Саха-Якутия. Соответственно, все мероприятия они направлены прежде всего на приоритизацию по условиям охраны труда, чтобы у нас работодатели обратили особое внимание на это, на популяризацию, на повышение культуры охраны труда, ответственного отношения к своему здоровью, и здоровью своих близких, в том числе и в трудовых коллективах. И, конечно же, в рамках месячника охраны труда, кроме того, что проводятся мероприятия по информированию, соответственно, по популяризации, также, конечно, работодатели оказывают свою заботу, скажем так, за своими работниками, то есть проводятся медицинские осмотры, проводится проверка знаний по технике безопасности, конечно, проводится качество СИЗОВ, это средства индивидуальной защиты, либо коллективной защиты, ну и, конечно же, вводятся новые мероприятия, которые также направлены на сохранение здоровья наших работников. Поэтому, конечно же, эти мероприятия проводятся на всех уровнях, как на государственном, но я имею в виду в органах исполнительной власти, в государственных учреждениях, конечно же, на муниципальном уровне, это районы должны также проводить, составлять свои планы проведения месячника по охране труда, исполнять их, и, конечно же, сами работодатели, организации, предприятия, которые также уже на уровне своих локальных актов проводят эти мероприятия, направленные на реализацию месячника по охране труда, который, конечно же, является обязательным. То есть участники тоже принимают активное участие? Принимают активное участие, я даже расскажу вам больше. У нас порядка 2300, даже более, 2300 организаций принимают участие, и порядка где-то уже 160 тысяч работников охвачены этим мероприятием. Ну, отрадно это слышать, на самом деле. Очень хорошо, когда работодатель действительно печется о своих сотрудниках. А вот если мы говорим о том, что есть, наверное, план мероприятий, который длится целый месяц, что будет? Какие-то тренинги, круглые столы, может, резолюцию подпишут в конце месяца, как это обычно бывает? Да, действительно, вы правильно говорите. Конечно, будут проводиться и проводятся уже сейчас это онлайн-семинары, которые направлены на знания, повышение квалификации, в том числе по охране труда, допустим, даже нашим подведомственным учреждениям, которые у нас занимаются вопросами охраны труда и мониторинга условий труда, также проводятся эти курсы обучающие. Соответственно, также наши профессиональные организации высшего образования и среднего профессионального образования также проводят курсы обучающие, в том числе дистанционного плана. Конечно же, внутри своих предприятий работодатели также организуют обучающие курсы и семинары, тренинги для своих работников, особенно для специалистов по охране труда, как я уже говорила, в том числе по технике безопасности, организовывают, что очень тоже полезно, медицинские осмотры, скажем так, профилактические. Ну и, конечно же, самое главное, проводят сами самопроверку условий труда на рабочих местах. То есть это не сама спецоценка условий труда, но такой, скажем так, самостоятельный мониторинг этих условий и устранение тех, может быть, нарушений, которые они сами выявляют. Ну и, конечно же, мы знаем, что в трудовом законодательстве произошли изменения, которые направлены прежде всего на минимизацию рисков, то есть оценка рисков на рабочих местах, дабы не допускать несчастных случаев на производстве. И здесь они тоже приводят в соответствие свои нормативно-правовые акты, свои локальные акты, и которые потом в дальнейшем, конечно же, направлены на сохранение жизни и здоровья работников.
Причем вот все-таки, если мы говорим о каких-то производственных травмах, сразу складывается ассоциация с горняками, с шахтерами, с опасным каким-то производством. Но здесь все профессии важны, то есть и учителя находятся в таких же равных условиях, и работники культуры и прочее, прочее. Да, конечно, абсолютно все отрасли участвуют в этих мероприятиях по месячнику охраны труда. И вообще у нас действует в республике программа, комплексная программа по улучшению условий охраны труда. Она у нас на каждый трехлетний период принимается. В прошлом году была принята на 2023-2025 годы. Абсолютно все органы исполнительной власти, которые курируют отрасли, да, все отрасли, как вы отметили, не только промышленные, но и те, которые не связаны, скажем так, с опасными и вредными, да, условиями труда, но тем не менее, наверное, в каждой отрасли имеются такие рабочие места, да, с повышенной, скажем так, опасностью и вредностью, да, и, конечно же, также туда входят как исполнители региональное объединение работодателей, да, это наши крупные предприятия в республике, соответственно, социальный фонд, отделение Социального фонда России по республике Саха-Якутия, да, также является исполнителем, так как финансируется через соцфонд, компенсируется, получаются те мероприятия, которые заявляются работодателями. Например, это специальная оценка условий труда на рабочих местах, то есть можно получить компенсацию через Социальный фонд России. Также на обучение может быть направлено, на медосмотры, на приобретение средств индивидуальной защиты, да, то есть на санаторно-курортное лечение даже работников. Поэтому здесь финансирование ежегодно возрастает. В прошлом году уже было порядка 640 миллионов направлено. И как вы уже сказали, что в основном, конечно, востребовано больше среди предприятий промышленности, порядка 82%, это в этом общем объеме занимают, конечно, предприятия добычи полезных ископаемых, да, но тем не менее абсолютно все предприятия, организации всех отраслей могут участвовать, да, вот в этих мероприятиях и, соответственно, получить еще и компенсацию за счет Социального фонда России по республике Саха-Якутия, обратившись с заявкой до 1 августа текущего года. Да и в целом от здоровья каждого работника напрямую зависит качество производства, мне кажется. А вот какие, может быть, задачи вот в рамках месячника поставлены для того, чтобы укрепить нынешние позиции и даже как-то их улучшить в части благополучия работников разных сфер деятельности? Ну, самым главным, я считаю, все-таки должны сами работодатели, да, обращать внимание на условия труда. Действительно, как вы сказали, и производительность труда, и качество труда, она будет зависеть от состояния самих работников и, соответственно, какие условия его окружают. Да. Поэтому все-таки мы сейчас также популяризируем, да, вот эту программу, корпоративные программы, которые направлены на укрепление здоровья работников. Да. Совместно с Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутия, да, и также городом Якутском сейчас также для того, чтобы тоже больше вовлекать в этот процесс, скажем так, работодателей, проводятся конкурсы на лучшую корпоративную программу, которая направлена на укрепление здоровья работников. Допустим, уже в текущем году, вообще она была запущена с 2021 года, вот этот конкурс, да, в год здоровья, который был объявлен в Республике Саха-Якутия, и, соответственно, сейчас в этом году тоже уже были подведены итоги. Значит, призерами в этом конкурсе стали многофункциональный центр. Мои документы, да, это Саха-Транснефтегаз, второе место, и третье место – это территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Да. Соответственно, в корпоративных программах, которые в принципе, должны включаться те мероприятия, которые, значит, у нас включаются в отраслевых соглашениях, да, которые, в принципе, те мероприятия, которые я уже озвучила, включают, да, это специальная оценка условий труда, это оценка профессиональных рисков, это медосмотры и другие мероприятия, в том числе обучающие. Но что интересно, что уже на местах в самих корпоративных программах работодателями также включаются такие, как, например, производственная гимнастика, да, ходить пешком, там, борьба с вредными привычками, да, например, обеспечение чистой водой бесплатно, здоровым питанием. Соответственно, такие корпоративные программы, конечно, они направлены на заботу, да, за своим работником. И, конечно, такой работник счастлив на своем рабочем месте, да, и приносит большую производительность своему предприятию.
Конечно, может быть, он еще какие-то новые идеи внедряет, от чего улучшается производство. Альбина Владимировна, вот еще хочу о чем вас спросить. В начале этого года Росстат опубликовал данные о том, что у нас процент безработицы снизился, и сейчас уже принято говорить не сколько о безработице, сколько о дефиците кадров. А вот недавно состоялась всероссийская ярмарка вакансий. Тоже, кстати, получается, что в рамках месячника. Как проходили там мероприятия и насколько там вопрос охраны труда выступает на первое место? Мгм. Ну, действительно, то, что вы сейчас озвучиваете, ярмарка вакансий, это такое было масштабное, большое мероприятие республиканского уровня, и вообще в нескольких регионах, да, проводились эти мероприятия. Получается, у нас в республике координирует эту работу Государственный комитет по занятости населения Республики Саха-Якутия. Да. Конечно, все абсолютно работодатели крупные, которые, ну и даже не крупные, да, которые, значит, были заинтересованы в привлечении работников, да, и в тех кадрах, которые нужно уже сегодня готовить, чтобы получить в будущем те кадры, которые нам необходимы в связи с потребностью в экономике. Значит, конечно, они принимали самое большое участие, и что было отрадно, что и молодые наши граждане, да, наши молодые люди тоже активно участвовали и интересовались всеми вакансиями, которые были представлены на этой ярмарке. Да. И, конечно же, по охране труда, о которой мы сейчас говорим, да, всегда уделяется большое внимание в республике, в том числе и на те рабочие места, которые сейчас являются вакантными. Да. Конечно же, не только заработная плата, скажем так, да, является мотивирующим фактором и таким фактором привлечения на работу. Конечно, нужно сейчас, особенно молодому поколению, кстати говоря, очень важно, что не только уровень заработной платы, но и те условия, которые, значит, обеспечивает работодатель в данной организации на конкретном рабочем месте. Поэтому сейчас это также все выходит все на более такой, скажем так, первый план, да, при привлечении работников в свою организацию. Кстати, сейчас, что удивительно, молодые люди все чаще указывают в резюме в графе «Личные качества» то, что они проходят, например, терапию у специалиста, потому что они считают нужным об этом рассказать своему работодателю. Если говорим об охране труда, есть и пункт дополнительного медицинского страхования. Некоторые корпорации, организации оплачивают, например, лечение у стоматолога, кто-то даже предоставляет фитнес-залы. А вот, по-моему, такой ментальной работы у нас пока еще нет. Вот как раз-таки такая работа проводится, и вот, как я уже говорила, именно вот в рамках корпоративных программ, которые на сегодня все больше и больше развиваются, да, и внедряются на предприятиях. Вот буквально недавно было заключено соглашение Министерства здравоохранения Республики с Якутским хлебокомбинатом, например, да, как раз в рамках месячника, где также будут предусматриваться такие мероприятия, которые вы сейчас озвучили, направленные на сохранение и укрепление здоровья работников. Это просто здорово. Альбина Владимировна, большое спасибо, что нашли для нас время, рассказали так много интересного. Всегда рада видеть вас в нашей студии. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.